Революцию, которую мы так долго ждали, свершилась в сознании таджикского народа. События вокруг лишения российского гражданства и похищения Иззата Омона таджикскими властями из России 25 марта всколыхнули социальные сети, СМИ Таджикистана, стран СНГ и всего мирового сообщества. Истинная сущность криминального характера диктаторского семейного режима Эмомали Рахмона окончательно вскрылась, в результате чего исчез прежний страх простых граждан от насилия и преследования со стороны силовых структур режима Рахмона, которые устроили в стране тотальный режим доносительства и недоверия среди граждан. Они открыто стали высказывать свое крайне отрицательное отношение к этому семейному, всесторонне прогнившему криминальному режиму. Во многих странах граждане Таджикистана устраивают пикеты и митинги. В Москве и других городах России таджикские трудовые мигранты обещают ежедневно выходить на митинги у посольства и генеральных консульств Таджикистана до тех пор, пока таджикские власти не выпустят Иззата Омона. В поддержку митингующих и защиту Иззата Омона выступают и некоторые политики западных стран, России и других стран. СМИ оппозиционных сил в последние дни полностью одержали победу над карманными государственными СМИ Эмомали Рахмона. В последние годы оппозиционные силы и СМИ скрупулезно и объективно критиковали и обнажали криминальный и антитаджикский характер крайне коррупционного семейного режима Рахмона. До 80% всей информации, распространяемой оппозицией в социальных сетях и других СМИ, соответствует действительности, и игнорировать их уже невозможно. Таджикский народ окончательно прозрел и переходит к решительным действиям по смене семейного режима Рахмона. Всем известно, что начиная с 2010 года Эмомали Рахмон перешел к открытому способу тотальной узурпации политической и экономической власти в стране. С конца 2011 года на правительственном уровне он начал операцию по передаче власти своему сыну Рустаме Эмомали, создание династического правления и увековечение власти своей семьи. С этой целью он продал часть восточной территории Горно-Бадахшанской автономной области Китаю и приступил к силовому уничтожению авторитетных лидеров бывшей оппозиции, реинтегрировавших во властных структурах Таджикистана. Летом 2012 года ввел армию и представителей других силовых структур на территории этой области. Несмотря на человеческие потери, народ области смог отстоять своих неформальных лидеров. Повторные силовые попытки обуздать накал определенных «непослушных» в кавычках представителей этой области со стороны властей не увенчались успехом. В сентябре 2015 года семья Эмомали Рахмона с целью безраздельного единоличного управления страной и уничтожения главного политического конкурента сама инсценировала попытку государственного переворота и в этом обвинила руководство партии Исламского Возрождения. Политсовет ПИФТ в полном составе, кроме ее лидера Мухиддина Кабири, был обвинен в попытке госпереворота и по решению Верховного суда были заключены на долгие сроки. На международном уровне руководство страны перешло на резкое ухудшение отношений с Ираном и тесным сближением с фундаменталистскими арабскими странами во главе с Саудовской Аравией. В мае 2016 года на референдуме в результате внесения дополнительных изменений в Конституцию страны объявили Эмомали Рахмона лидером нации и увековечили власть его семьи. Все члены семьи и приближенные Рахмона в результате этого получили гражданскую неприкосновенность. Они в стране имеют право на все и на все правонарушения, и за это не отвечают перед законом. Законы существуют только для народа.
Крайне неэффективная экономика страны содержалась на денежные переводы трудовых мигрантов из России и других стран СНГ. За последние 15-20 лет только из России в Таджикистан трудовые мигранты отправили до 50 миллиардов долларов в США. Чрезвычайно эксплуататорский и коррумпированный госкапитализм, созданный Рахмоном за счет монопольных цен на многие товары и услуг, в том числе государственных и контрабандного ввоза товаров из Китая, семья Рахмона создала мощнейший насос по выкачиванию денег трудовых таджикских мигрантов из России в Китай. Члены семьи жестоко эксплуатируют народ на все, что можно. Одним из главных экономических преступлений коррупционного режима Эмомали Рахмона состоит в том, что в 2014 года, с момента создания Евразийского экономического союза, декларировав, что Таджикистан изучает плюсы и минусы вступления в этот союз, несмотря на огромные выгоды для таджикских трудовых мигрантов и всей экономики страны, отказался от вступления в Евразийский экономический союз только ради сохранения безраздельного суверенитета своей семьи вопреки интересам и суверенитета всего народа. Каждый трудовой мигрант в результате этой преступной политики Рахмона по отношению интересов своего народа после ужесточения режима пребывания иностранных граждан в России с января 2015 года ежегодно потеряла только в денежном эквиваленте от 100 до 130 тысяч рублей или 1,5–2 тысячи долларов, не говоря уже о моральном ущербе этой политики. Когда кому не лень, в России вымогали деньги у таджикских трудовых мигрантов. Учитывая, что в России тогда работали более миллиона таджикских мигрантов, начиная с 2015 года, таджикская экономика ежегодно потеряла от 800 до 1 200 000 000 долларов от общего объема денежных переводов мигрантов. Поэтому таджикская экономика, особенно банковская система, вступила с 2016 года в затяжной денежно-финансовый кризис. Тогда несколько банков обанкротились и не смогли вернуть сбережения населения. После начала пандемии COVID-19 в марте 2020 года экономический кризис принял самый тяжелый характер. Росли цены на товары первой необходимости. Покупательская способность населения стала снижаться до минимума. Подавляющее большинство населения оказались за чертой бедности. Президентские выборы в октябре прошлого года были проведены с нарушением закона и оппозиционными силами бойкотировались, считались незаконно и не признавались. Трудовые мигранты вот уже в течение года не могут выехать в Россию, поэтому резко уменьшился объем денежных переводов из России. Руководство страны из-за дефицита валюты вынужденно продает золотовалютные запасы страны. В последний год до 65% экспорта составляет золото и драгоценные камни. В случае открыто регулярных рейсов в Россию и других стран СНГ многие трудовые ресурсы покинут страну. Экономику страны в ближайшие 2 года ожидает тяжелейший кризис. Страну угрожают голодные бунты и выступления против семейного диктаторского несправедливого режима Эмомали Рахмона. Из-за внешних долгов Таджикистану угрожает экономический дефолт. Китай за мизерную цену может прибрать все себе стратегические объекты и ресурсы страны, в том числе еще и часть территории за счет своих непогашенных кредитов. Не случайно некоторые китайские СМИ недавно опять распространили территориальные претензии к Таджикистану. У руководства страны вообще отсутствует внятная экономическая программа и возможности вывода страны из этого тяжелейшего, затяжного социально-экономического кризиса. В результате крайне ошибочной своей внешней политики в течение своего правления режим Эмомали Рахмона последовательно и целенаправленно столкнул геополитические интересы Китая, США, Евроэкономического союза, традиционно своего стратегического союзника России и других стран региона. Несмотря на то,
что руководство Таджикистана с 2005 года неуклонно ведет внешнюю политику по вытеснению геополитических интересов России из Таджикистана. Коррупционеры из правоохранительных органов России по просьбе своих таджикских коллег, в кавычках, возможно, за определенную мзду, регулярно содействуют похищению и депортации оппозиционно настроенных лиц граждан России, являющихся уроженцами Таджикистана. Только за последние 3-4 года большое количество граждан России, примерно до 50 человек, бывшие оппозиционно настроенные уроженцы Таджикистана, были лишены гражданства России и переданы властям Таджикистана, многие из которых осуждены и заключены под стражей на долгие сроки. Таджикские власти на мировом уровне прикрепили клише радикала-экстремиста и террориста на каждого трудового мигранта и бывших уроженцев страны. Статус и авторитет российского паспорта и гражданства коррупционными представителям правоохранительных органов России и их коллег из Таджикистана обесценен до предела. Руководство России должны срочным образом расследовать эту коррупционную деятельность своих органов по лишению гражданства бывших уроженцев Таджикистана и принимать соответствующие меры. В народе уже распространен слух, что российский паспорт и гражданство не стоят ни копейки, что крайне негативно отражается на таджикско-российские отношения и международном авторитете России. Известно, что в конце августа 1992 года президент Узбекистана Ислам Каримов с согласием руководства России и Казахстана организовал Народный фронт Таджикистана и вооруженным способом способствовал передаче власти тогдашнему криминалитету во главе, в кавычках, любимчика Сангака Сафарова Эмомали Рахмону. Ради постепенной укрепления, монополизации и узурпации политической и экономической власти в Таджикистане уничтожил до 150 тысяч человек и большое количество авторитетных ученых, представителей культуры, общественных деятелей и политиков страны. Эти события доказаны многочисленными фактами. Обращаю внимание руководства России, Казахстана, Узбекистана к тому, что если ваши страны и в последующем будут поддерживать режим Эмомали Рахмона, то Центральной Азии и России в ближайшее время ожидает масштабная геополитическая трагедия. Новый президент США Байден сразу же после своего избрания заявил о своем негативном отношении к руководству Таджикистана из-за ущемления гражданских и религиозных прав жителей страны. США заинтересованы, чтобы расширить огненное кольцо вокруг России. В настоящее время Таджикистан является самым слабым звеном, где заинтересованные международные силы могут зажечь Бигфордов шнур и инициировать социальный взрыв со всеми катастрофическими последствиями для таджикского народа, таджикской государственности, стран региона и России. Семейный, преступный, коррумпированный режим Рахмона и его окружение ни Россия и ни другие страны региона уже не могут спасти. Этот режим находится на последнем этапе своего окончательного падения. Единственное, что можно делать, это не допустить разжигания полномасштабной гражданской войны при смене режима, как это имело место с конца 1992 по 1997 годы. Оппозиционные силы также должны знать, что если они не будут гарантировать сохранению демократического, именно демократического и светского характера таджикской государственности, то основные политические игроки страны и геополитические силы в регионе не позволят им создание в стране теократического, радикально-религиозного политического государства. Как только религиозно настроенные оппозиционные силы будут декларировать о сохранении светского характера государственности, вот именно декларировать о сохранении светского демократического характера государственности,
и дистанцироваться от наиболее радикально настроенных религиозных своих представителей, то тогда становится возможным начало диалога всех конструктивно настроенных сил, в том числе представителей нынешней власти по смене власти. Все оппозиционные силы, как в стране, так и за рубежом, должны быть готовы к созданию переходного правительства на общей политической платформе вывода страны из тяжелейшего социально-экономического кризиса и незыблемости светского, вот именно светского демократического характера государства. Другой возможности бескровной смены преступного, коррумпированного семейного режима Рахмона не существует. Все остальные силовые попытки и методы смены власти бесперспективны и приведут к худшему варианту афганизации политической ситуации со всеми трагическими последствиями для страны. Статью написал Саидмурод Курбонзода. در فضای سیاست صدای جدید رادیوی پیام علم فرهنگ نوید رادیوی پیام مشورت بحث گفت و شنید در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام نقطه نت